Уважаемые друзья, сегодня последний день приготовления изделий идет вовсю. Вот. И сразу, наверное, задается вопрос, сколько же нынче участников? Участников 53. Не так уж много. Вот. И не так уж мало. Так, ну что, ребята? Да, немножко подустал, до 5 утра работаем. Ребят позвал помощников моих 7:30. Вот, сегодня выходной, свет, слава богу, не отключали. Так что завтрашнему дню все 15 ножей будут. Надеюсь на это. Куда надеяться будет? Так, и еще плюс на экстренном, так называемой продаже будут несколько ножей. Так что, кому не везет, может прямо в прямом эфире приобрести ножики. Меня вообще слышно, нет? Пишите, пожалуйста. Или комментарии я отключил. О, добрый. Ну и слава богу, что слышно. Ну что, ребята, вчера я после половины эфира, скажем так, разговор шел на другую тему, на более глубокую, можно сказать, обширную. Вот, и вчера я сказал, кому надо, обращайтесь в личку и так далее. Уж поверьте мне, ребята, обращения были. Уж поверьте мне, ребята, результаты они получили. 3 благодарности за сутки. Очень помогли. Да. И некоторыми клиентами дальше работают, скажем так, клиентами. Вот, ребята сами знают, как делается. Ребята сами с ними работают. Я только посредник. И я спросил у некоторых, у которых, ну как, результат получили, вы довольны этим? Я-то тоже хочу знать немножко. Они сказали, 2 пожилые женщины, сказали однозначно, ну, похоже, что похожие ответы, в шоке. Сначала был шок, откуда они таким образом так делают, точно диагностируют, грубо говоря. Вот. Мы в шоке, сказали обе. И сказали, будем дальше подтягивать своих. Вот. Ну, тому я ответил, ну, слава богу, что результаты положительные. Так что, ребята, обращайтесь. Я сегодня, ну, позволение их, перед эфиром хотел 8 выйти, с ними разговаривал. Оставлю ссылку над этим эфиром.
вернее, телефончик, который единый. Вот. И сказали даже на проводе будет девушка. Вот. И она будет вам сказать, что надо, куда обратиться, как и так далее. Ну, грубо говоря, приемная там. Вот. А все остальное, ребят, строго конфиденциально. Даже я не знаю, кто обращается. Даже я не знаю, где, откуда и так далее. Так что, ребята, не стесняйтесь. И попросили вот сегодня особо внимание сказать последствия коронавируса. Снимается, лечится без проблем. Подробно объяснили. Вот. Этот созданный человеком вирус однозначно проникает во все органы человека, но когда человек выздоравливает, как бы, да, и лежит там на сухожилиях, во всех суставах, почках, печке, желудке, ну, везде буквально. Но некоторые части даже можно обнаружить в мозгу. И не исключение, что спинной мозг тоже. То есть он может ударить в любой момент при любом удобном вирусу условия, ждет и бабах, заново рождается. Вот. Это ребята находят, спокойно убирают. Как это делается, примерно я знаю, но не буду рассказывать вовсю. Вот. Сам болеть не болел. Вот. А так, людей, которых перенесли этот вирус, излечили, чистенькие, здоровые, без последствий, без ничего. Еще просили сказать тех людей, у которых пока не родились дети. Рождением детей трудновато, пытаются, но как-то не делается. Их тоже сказали передать. Вот. Пускай обращаются, сказали. Так и открыто. Что сказали, я вам передал. Так что, ребята, ссылочкой я оставлю, телефончик единый. Там нажмете строго по WhatsApp или по звонку. Но учитывайте одно, что разница с Москвой плюс 6 часов. Вот и все. Вот и все. Если у народа нет вопроса, а у народа всегда есть вопрос. Спасибо, дорогой. И вам тоже не хворать. Здорово, Алтай. Так что, ребята, обращайтесь по этому телефону, который я оставлю. Завтра в 8:00 по якутскому времени стартанем. Через сутки в это же время будет кипиш тут. В том плане вовсю будем разыграть 15 ножей. Вот, по Москве это получается 14:00. Тобольск, привет. Вот, 14:00.
Так, и по срокам, завтра до 12 дня по Москве буду принимать билетики. После 12, ребята, уже с опозданием, если прикупите билетики, то на следующий месяц автоматически уходит, учитывая время. Так что рассчитывайте. Время 12:00 по Москве. Нормально, по идее. Вот. И потом 14:00 вся огромная страна встает, а некоторые части уже начинают засыпать. Вот. Так что самое удобное время 8:00 по якутскому времени. Так, напомню, кто только что присоединился, заходите, посмотрите, что было в начале. Участников более 50. Ну, в эту ночь, надеюсь, добавится. Так, правила очень простые. Билеты по 500. Самое главное, пишите свой мобильный номер. Вот. Через онлайн отправки. Если хотите прикупить несколько билетов, не вопрос. Отправляйте одной суммой. Вот. И пишите свой мобильный номер. Завтра у меня с утра распечатка. Вот. Сегодня некоторые части уже распечатал. Завтра к времени розыгрыша все будет готово. Второе, если не смотрите эфир, не страшно, позвоню по WhatsApp. Если за рубежом, из-за рубежа активно, как всегда, участвует Казахстан. Всегда присутствует, ребята молодцы. Участвует всегда. Вот. И если данный номер отключен, заблокирован и так далее, все равно он становится победителем. Это очень удобно. Вот. Могу позвонить, если недоступен абонент, то он все равно победитель. Достаю билеты из стеклянной банки на крючке. Тот билет победитель. Вот и все. Ничего сложного в этом нет. Никакой группы, никакого номера выбрать там нету. У нас по старинке. Хахлы-махалы. Вот. Немножко подустал, ребята. Но усталость в радость. Правильно? Ради привлечения, ради вас, мои дорогие подписчики. Именно ключевое слово «дорогие». Раз в месяц буквально дарю столько-то ножей. Буквально дарю. Ради вас, ребята. Стараюсь. Так, ну, у меня, в общем-то, все. Если у народа нет вопросов, ссылочку я тут оставлю. Позвоните. Вот. И пообщайтесь. Так. Какой самый большой ножик разыгрывается? Ну, самый большой ножик был 17, но я его оставил. Длиной 17 сантиметров, но я его оставил, но вернее буду делать потом. Ну вот один большой красавчик. Где у нас линеечка? Пятнадцать. Прямой спуск. Вот такой капик.
самой изюминкой, наверное, будет ошейничек. Вот. Знакомый звук. Рукоять большая. Но сам ножик аккуратненький, маленький. Его я разыграю, но не продается. Ошейничек. Для тех, кто не любит ремни, в том числе эта тема касается и меня, я ремень носить не люблю. Не люблю. В том плане, моя одежда, в моем одежде нету петель для ремня. На зимнем, тем более на весенней, все на резинках и все. Свободно я люблю. Для таких людей, именно для таких людей рекомендую ошейник. Куда он от шеи-то денется? Берешь, одеваешь, и все. Где у вас нож? Где у вас нож? А у меня вот тут на шее висит. Когда она тут не царапается, вот тут гладенькая она, не царапается, аллергия там не будет, не беспокойтесь. Но в толстом одежде можно носить так. Красиво видно. Ошейничек. Если надо, тянете, вот. Использовал. Почистил. Обратно засунул. Все. Не надо там ковыряться 1,5 центнера. Весом человеку 1,5 центнера. Еле-еле достать там что-то. Вот. А сразу нашел, использовал и положил. Разница всего пару рубля. Всего пару рубля. Все, ребята, вопросов нету, да? Главное здоровье. Спасибо, дорогой. Самый большой клинок, я сказал, 15 пока. Если нет вопросов, я пойду. Да, ребята, еще раз предупреждаю, если вы сегодня получили через WhatsApp сообщения, видеоролики, вот, если вам не трудно, репостните, вот. И на днях я, с вашего позволения, предупреждаю заранее, что буду рассылку посылать на тему, которую мы начали этот эфир. Может, кому-нибудь понравится, обращайтесь и так далее. Так, январские параллельно делаются, дорогой. И порадую тебя. И на следующей неделе сразу отправка, обзорчики. Надеюсь, твой ножик в этом списке. Одновременно готовится 18 ножей. На 18 ножей. И все. В основном бычьего хвоста. О, Алым-Ата. Здорово, Сергей. Ну что, ребята, доприветились. Хочется прощаться, но вы только с опозданием всегда подключиваетесь. Некоторые бывалые уже знают, подозревают, как говорится, на чеку держат. Просто колокольчик поставьте тут, уведомления. Когда вы заняты, смотрите, тынь, Будвика канал красный в эфире прямом написано будет. Сразу заходите, ничего не пропустите. Итак, ребята, 15 ножей.
Завтра 20:00 по якутскому времени. По Москве 14:00. Всем удачи. Всем удачи. Репорт. Потяните своих. Не знаю, на следующем месяце будет ли розыгрыш. Не знаю. На следующем месяце что будет. Вот. Ну, будем здоровы. Будем жить. Встретимся. Куда мы денемся. А насчет розыгрыша точно сказать не могу. По той простой причине. Посмотрим. Хотелось бы порадовать. А то, ну вот, у каждого бизнеса есть график. График буквально в этот понедельник только начал рекламную кампанию, скажем так. Вот. А так, и помимо работы есть слово хозяйство, есть слово семья, которое на первом месте. Но, извините, ребята, я трудоголик. Есть такое, признаюсь. Есть такое. Но в марте у нас весна начинается. Рыбалка подледная намечается. У ребят открывают весенние карусели, коньки и так далее. Туристические поездки. Если мартовским ветром занесет, то точно розыгрыша не будет. Так что пока есть шанс, используйте. Желаю вам удачи, любви и еще раз любви. Всех благ.